Assalamu alaikum. Произошла такая история с одним из подвижников, ради Аллаху анху, Абдулла бин Амр бин Ас. Однажды он сказал своему служащему: ты, говорит, зарежь барана, и после как зарежешь, часть еды дай нашему соседу еврею. У него был сосед еврей. И после этого они некоторое время разговорились, и после того, как этот зарезал этого барашку, этот слуга забыл отнести мясо своему соседу, этому еврею. И после его спрашивает Абдулла бин Амр: ты отнес ли, говорит, нашему соседу еврею, как я сказал, часть этого мяса? Тогда этот раб, слуга его, как бы выражая недовольство, вот то, что он так заботится о еврее, он такой, как бы, в форме говорит, недовольный: ты, говорит, так много говоришь об этом соседе еврее, что нам уже, говорит, неприятно. Ну, неужели он настолько важен, этот сосед еврей? Он же как бы и не нашей религии. Тогда его хозяин, Абдулла бин Амр бин Ас, он как бы разозлился на своего слугу и говорит: как тебе, говорит, не стыдно? Поистине пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, он, говорит, не перестал нам делать васият, чтобы мы проявляли уважение к соседу. И даже, говорит, мы подумали, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, нам скажет, чтобы мы дали соседу наследство давали, оставляли. Настолько, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, делал васият, чтобы заботились о соседах. Даже если сосед не нашей религии, видите, это еврей, он не был ни аварцем, ни кумыком, ни мусульманином другой религии. И плюс, как бы, еврей, когда мы говорим, у нас неприязнь бывает. Даже если такой сосед, нужно нам уважать. От этого мы понимаем, что нельзя людей другой религии обижать. Наоборот, когда находятся среди мусульман, они как бы находятся под нашей защитой. Еще есть изречение пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Однажды спросили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, вот мы сказали, что хурматуль джари аляль джари ка хурмати умми. Мы сказали, что он, вот как мы проявляем уважение к матери, мы вот так должны уважать своего соседа. И что вот подобное такое уважение понять, как это проявляется, один из подвижников, ради Аллаху анху, спрашивает, как мы должны уважать своего соседа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает: когда он, говорит, придет к тебе и будет просить в долг у тебя что-либо, твоей обязанностью, говорит, является, если у тебя есть возможность, дать ему в долг. Если он позовет, говорит, тебя на помощь, чтобы ты оказал ему какую-либо помощь, ты должен, говорит, ему отвечать. Если твой сосед заболел, ты должен, говорит, его навестить. Если он прибегает к помощи к тебе, какая-то беда с ним случилась, и он просит, чтобы ты помог ему какой-либо его проблеме, тогда ты должен, обязан, говорит, помогать ему. Если его настигнет беда, то ты должен, говорит, идти к нему и как бы проявлять ему сочувствие его беде. Если, говорит, его настигнет хорошее что-либо, неамат Всевышнего Аллаха, то ты должен, говорит, пойти к соседу и поздравить его. Вот тоже проявить радость, то, что Аллаху Та'ала дал ему неамат. Если твой сосед умрет, говорит, ты должен, говорит, его пойти и проводить его последний путь. А если, говорит, он, например, ты знаешь, что твой сосед покинул свой дом, и как бы его дом остался заброшенным,
то обязанностью как соседа является вот следить, чтобы дому твоего соседа вред никто не приносил. Если увидишь, что кто-то приносит вред твоему дому твоего соседа, то мы должны этот дом тоже его защищать от вреда. Также даже настолько нас религия ислама учит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ты, говорит, своему соседу, говорит, не приноси вред, даже вот дымом жареного мяса. Например, ты знаешь, что твой сосед является неимущим, бедным, и он не может как бы приобрести мясо и из этого делать еду. А ты как бы поставил на печку кастрюлю или там сковородку, хочешь пожарить, чтобы и таким образом, что запах до соседа доходит. Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ты если, говорит, жаришь, варишь, ставишь мясо, делаешь таким образом, чтобы запах до соседа доходился. И если сосед неимущий, то ты к нему тоже отнеси, говорит. А если ты не собираешься к соседу тоже дать, то тогда сделай, говорит, вари или жарь свое мясо таким образом, чтобы запах этого мяса до соседа не доходил. Вот настолько мы должны соблюдать уважение к нашим братьям-соседям.